Ага. Так, ожен. Презентация за дишкоде? О, Бен. праздничный. Бен. Ага. Да, выляр. Выляр вы. Умой. Соку ойдове учком предложение остебер кто новал? Бен. Света Тондаща? Мон Шижимети, но последнее забыла, как сказать. Берпумети? Берпумети. Дальше. Ага, как предложение лащтит. Ага. Баламон. Умой. Артем, давай тон вещичкот бери, раз ты болеешь, то тебе как раз такое предложение. Со вещены эз Луис гене бере туное мниз. Ага. Так, смотрите, бере это после лог, он всегда после какого-то существительного будет идти, да, или наподобие чего-то, то есть к чему-то будет относиться. Так, что вариант ёстышо, Вань? Алекс, скажет он, Карит? Я, конечно, понимаю, что он такой русский это. Я бы это сказал, тунолы мы мес бере совещемещ дугдис. Шонер, да, вот только там в начале что-то не то. Сотуно или пелляшкиш, да, там в зависимости от диалекта и, может быть, специализации этого специалиста. Сотуно пелляшкиш доры ветлемес берегине вещемыш дугдис. Совершенно верно, конструкция вещемыш дугдис. Глагол дугдыны, перестать что-либо делать, он с глагольным существительным на ем используется. Вот, и ветлемес бере, да, после похода, вот это тоже такая глагольная конструкция в удмуртском языке, это более такой аутентичный удмуртский язык, когда мы делаем отглагольное существительное. Здесь, так, сейчас, если вы вдруг написали, да, со туно доры ветлыса вещем гине, вещемыч дугдис, так тоже можно было бы. Мы как раз сегодня будем говорить про деепричастие, мне кажется, мы про них уже говорили, но вот сегодня еще раз на них обратим внимание. Сейчас тут. Вот, то есть, смотрите, да, еще раз, либо вы делаете через ветлемес бере после похода, да, буквально можно перевести, либо вы делаете, можно и через деепричастие ветлыса, сходив к знахарке, он перестал болеть. Угу. Юан Йостываня, здесь все понятно или не очень? То есть, Артем, еще раз прочитай свое предложение, потому что там гине куда-то не туда вообще встала. Еще раз прочитай. А можно вообще без гине? Без гине можно? Да, можно. Тут совещемыш дугдис, да, просто... доры мес бере. Да. Просто здесь было только в предложении в русском, поэтому гине соответствует ему. Угу. Артем, ты назвал. Артем, как у тебя было? Еще раз прочитай. Ну да, но мне, наверное, неправильно, но со вещены эз Луис гене, получается, туное мниз. Угу. А потом бере. Ну да, то есть вот здесь вещены злу, это вообще совсем не сочетается. Так, да, здесь именно надо вот, тем более тут было перестал болеть, прекратил болеть, тут вот, да, только такой вариант. Умой, тот человек показался мне умным. Ксюша, Тондаща? Соадями мным вижмопоте. Угу. А если прошедшее время? Да. Адями мным вижмопотис. Угу. Да, со или соизадями мным вижмопотис или етис, да, помните, вот два глагола, которые передают значение «показался». Здесь вы можете также добавить частицу «кать», «показался мне как будто умным».
То есть, если он не такой, то вот кать можно еще добавить. Потом тот человек, вы можете либо сказать со, либо соис. В чем разница? Со – это тот, а соис – именно тот, да, выделительно-указательный суффикс. Это уже в зависимости от контекста. Здесь все понятно? А, у меня такой вариант. Глупый нам спрошу. Сомыным вижмолы кельшиз. Это так вообще нельзя, да, говорить? Нет, так не пойдет. Это не удмуртский. Со кельшиз. Со мыным Потому что мыным кельшиз – это уже мне понравился. В значении показался кельшиз не может употребляться. То есть потыны с дательным падежом, дательный падеж плюс потыны или етыны, это как раз будет значение равно показаться каким-то, показаться кому-то, да, в каком-то качестве, вот. Когда они поют грустные песни, у меня идут слезы. Людмила? Усовоз, кырджаложа, жмыт, кырджаньёс. Я тут два варианта даже сделала. Да, у меня тоже два варианта. Мон куцке бордыны. Ага. Куцкиско бордыны. И мынам синьосыс синвуос пото. Да. Так, давайте смотрим. Джош или джожмы, да, тут или мазмылес, кырджаньёс, кырджакузы. Во-первых, можно написать Марк Джеджбуреш, Шинвуэ или Шинкылье поте, или, ну, Бардеме поте мне хочется плакать, да? Смысл, конечно, Да, тот же самый. Я написал так, а Бардеме поте или потиз? Здесь, когда они поют в настоящем времени, поэтому... Кырджаньёс, кырджакузы, да, это я так написал, да. Так, смотрите, шинву – это буквально Слезы. вода из глаз, да, шинву, вода, глазная вода. Шинкыли – это капли, именно вот про горошинки слез, да, то есть тут уже что вы хотите сказать. Чинвуэ поте. Шинвуэ поте. Сугон сужьякум шинвуэ поте. Когда я чищу лук, у меня идут слезы. Или шинкылие поте. То есть шинву это скорее, знаете, как про ситуацию в целом, что идут слезы, а шинкли это вот прям вот капельки идут. Шинкылие потис, у меня слеза прошибла, например. Вот это будет уже шинкли, слезинка. Вот. Умой, Людмила Вычис. Так. Света, когда твое предложение подойдет, ты это дай знать, ладно? В родных краях и стены помогают, это у нас Марк будет читать. Ну, я, честно говоря, списал это из текста, да. Но там стен не было. Там стен не было, ну, а может, на удмуртском вообще стен нет. Ну, у нас, в принципе, эти предложения перекликались с текстом, то есть я специально дала, чтобы вы немножко закрепили вот эти... Ну, да, ворчкем, да, но я написал ворчкем шайрам, что-то нянче скыт кашке. Вы в таком ключе сказали. Еще днянь ческотпоте. Да, ну, шайрам, да, вот ворчкем шайрам, это, по-моему, правильно. И если абстрагированно напишем, то есть в целом, да, не в моем крае родном, а на родине, в родных краях. Ворчкем шайрын. Ворчкем шайрын или ворчкем пал-йосын, бордор-йос юрто, да. Бордор-йос на юрто, да, если кальку, да, с этого. Ну, удмурты так говорят вообще? Помогают им стены или не очень? Ну, хлеб тоже вкусным не кажется. Так тоже я не слышала, что вы говорите. Тут оригинал был текст, куда тут попрешь? Да. А как бы это сказали удмурты? Что на родине стены помогают? Ну да, какой-то аналог просто. Я попробую уточнить. Ну, у нас в тексте вот был, что на родине черный хлеб, и там, черный хлеб. А что именно помогает? Об этом история умалчивает. Попробую уточнить.
Так. Там же можно сказать вордичкем. Извините, у меня Да, вопрос. да, вордичкем и вордскем. Это вордскем, это северяне так разговаривают. Сокращают. У нас холодно на севере, поэтому нам надо очень кратко все успеть сказать, чтобы не замерзнуть. Нам доводилось бывать там. Алекс. Вот это хорошо. Улемы отинвань. Нет, это что-то другое. Лымы отынвань. Улемы. Улымы отынвань. Это нам доводилось там жить. Мгм. Кл- Ну, тут все равно через улыны Ну, надо делать. конструкция... Нет, тут можно и не через улыны, и не надо через улыны. Конструкция грамматическая, правильно, глагол другой нужен. Как бывать, наведываться? Луины, что ли? Или Нет, ветлыны? луны это... Ветлыны, да? Ветлемы можно... Нам доводилось съездить туда, это было бы. То есть вот мы... Ну ладно, раскрою карту. Вулемы. ВМ, да, но это глагол как-то я так и не понял, поэтому я его не употреблял. Да. Наведываться, бывать. Вулыны, да? Вулыны. Наведываться, Вулы. бывать. Вулыны. Можно так сказать, миотын вылемна? Нет. Миотын вылышкем мына. Даже соосотын вылямна. Вот если ты скажешь, например, сейчас... Соосотын вылямна. Да, вот так можно сказать, но это будет означать, они, оказывается, еще там. Они еще, оказывается, не уехали. А вот можно мой вариант пригласить? Он, наверное, Да, неправильный. можно. Атын ветлиса уличкем. Ветлиса уличкем. Ветлиса уличкем мы? Нет, ветлиса уличкем нет. То есть, во-первых, ветлиса улем. Ветлиса улем – это он многократно ездил куда-то. Ну, как бы есть, например, да, пример. Он 3 года работал вахтовым методом. Ну, да, я на Вахта самом деле это понял, да. Улем. Он ездил на вахту. Ну, ясно, да. То есть, если вы скажете... Пребывал в разъездах, получается, да? Постоянно. Ну, то есть, он находился в состоянии вот постоянного... Да. То есть, если вы скажете «совахтае ветлем», это точно... Или «ветлылем», да, многократно, это то же самое, по сути. Вот, может быть, какие-то нюансы есть, но не такие принципиальные. Ну, я записал себе. Да, то есть... Луилем. Луилыны. Не луилыны, а луилыны нельзя? Где? Вот в этом нам доводилось бывать там? Да. Луилыны. Лулыны. Нет, здесь тоже не подойдет. И да, еще был пример от Чеветлемы Вань. Это я сказала, нам доводилось туда съездить. То есть тут небольшой нюанс между вулыны и ветлемы. Так все-таки какой лучше-то? Вулемы. Вот который от чивулемы Вань, да. Да, если быть точными и не отходить далеко от русского варианта, более соответствующий ему, это вулемы Вань. Угу. Так, Алекс Удис, Людмила, да, давайте Людмила. Слышать даже не хочу. Мы нам кылдемел поты. Как? Кылымел.
И еще вот взяла тут один. Мылы, с этого как бы текста, мылы укпот кылзыны. Угу. Кылзыны мылы укпот. У мой кламей кукпот, можно было сказать. То есть здесь надо было более Нет, экспрессивно. Здесь кылзыны — это слушать, во-первых, да? А Да. здесь слышать даже не хочу, плюс вот даже, да, то есть экспрессия, ой, что такое противно, я даже слышать это не хочу, да, там, я не знаю. Кыламе ик укпот, то есть вот это ик, это добавляет экспрессивности, это частица даже. Это вот мы Там- нам кылымей и укпот, или мы нам Да. не надо? Вы можете опустить «мы нам», и все равно будет понятно, что это речь про вас. За счет чего? За счет суффикса «е». Можно добавить сощарыщ. Ну, если о нем не хочется слушать или о Ну, чем-то. я так понял о чем-то. Да, и об этом тоже, сощарыщ. Не обязательно о человеке. Нет, не обязательно, да. А вот тоже у меня такой как бы вариант, это самое, вот через положить в ухо можно что-то типа пилям у понычкы, что-то типа этого? Это я не запоминаю. А это, то есть это к слуху не имеет отношения. Мгм. Это запоминать. Но я написал колымел кот тоже, да. Угу. Умой. Этот парень не преодолел свой страх. Ксюша. А, Та пияшка шканез эс чуда. Нет, вот Ага. шедыны. Тогда у А меня я есть один написала... вариант. У меня есть Давай. та пияшка шканез эс вормы. да, вот так. Правильно, Тоже сбормы, но здесь свой страх. Кышка С. Кышканез. Кышкамзе. Почему кышкам? Если кышкам, да, Если вы тогда? написали кышканзе, нормально. А я тоже. нашел кышкат. И получилось Кышкат? кышкат Не, С. вообще такое не слышала. Тут А видите, я просто поддержка. кышказ написала. Кышкас, МЗ тогда, да. топияш, Я кышкас. нашел. Мальчик испугался? Почему Смотрите. вы пишете «з», а не «эз» на конце? Я не Сейчас. поняла. Сейчас, подождите, куда ушел? Почему «з» на конце? И «эз». Вот у меня кышканез. Почему? Это вот у нас есть фанат тоже аккузатива с притяжательным суффиксом, Юля. Где она? Да, это аккузатив с притяжательным суффиксом. То есть у тебя было кышкамез, это кышкамез, это подлежащее, его страх. Но как только его страх встает в аккузатив, то это кышкамзе сразу. А есть такое слово кышкан, буква «н» на конце? Кышкан, страх, да. Смотрите, вот мне сложно объяснить разницу между, когда мы говорим кышкан, когда кышкан. Кышкан – это более, мне кажется, абстрактное, как страх, да, а кышкан – это уже случившееся и что-то более конкретное. То есть он свой страх не победил, у него нет, вот, допустим, у него нет страхов, да, то есть это как бы общих чертах. Солен сономерла еще кышка, да, вообще бы сказали. Солен кышкане завел. У него нет страха. Вот, сейчас давайте попробую вам немножко объяснить. У него нет страха. Солен кышкане зиковел. То есть это еще не случилось, это мы говорим про какое-то будущее, да, что вот он такой бесстрашный, у него страхов нет, вот так. Кышкамзе звормы, это вот что уже случилось, звормы, не одолел свой страх. То есть здесь как бы совсем нюансы уже удмуртского языка, мне кажется, они в большей степени носителям подвластны, да, вот. Если они их не забыли. Кышкам – это больше про процесс, который уже случился, а кышкан – это существительное, как бы вот
не про процесс скорее. Ну да, В это данном случае, действительно, как да. минимум. Кам это отглагольное имя, похоже. Мгм. Так, ну А это почему прям не вот... ой. Солен Кышкамес? Вот-вот. Что ж так быстро убрали-то подсказку? Э, Солен Кышкамес эс вормы. Это неправильно будет? Нет, потому что он подлежащее и не одолел что? Свой страх. Страх стоит в А, аккузативе. аккузатив это, да? Соланг, Шканезн и Кабел. Мгм. То есть Кышкамзе это в этом, в аккузативе. Да, в аккузативе с лично притяжательным суффиксом. Мгм. Так, и Света, да, есть берпумет, есть предложение? Ку-ку. Света, Нет. Света, Света Кошкис. Чё ж она? Света убежала со своего предложения. Она из Болезино, что ли? Да. Так, Соку кинознаваджи. Кто еще не читал? Все читали? Он лыджи. Людмила, вы читали? У вас был? А, да, у вас тоже было. Он как пол лежит. Артем тогда. Его мама сердится на него. Солен Атай. Анай. Мама это Анай. Анай, да. Соли Вошпоте. Угу. Соли, да. Соли вожеспоте. Да, тут есть нюансы, в общем. Салы, Да, салы и рыскур. Да, ерыскур или вожеспоте, но обязательно должно быть лично притяжательный суффикс. Она из Лен. А Она из послушай Лен, я первый вариант. написал. Да. Во-первых, у его мама сердится, у ее мамы буквально желчь выделяется, да, злость, голова злится. Так пате или патис все-таки? Сердится же настоящее время. А, да. Да, Мгм. тогда А, пате. Можно я? Да, Она ест воже свои сощеры. нет, сощеры вожезвая вообще нет. То есть здесь обратите внимание, что правильное управление дательный падеж, кинлы, солы и не совыле, да. Совыле, на него сердится, это уже калька с русского языка будет. Если... Мгм. Ерыс Курлуиз, да. Да, если хотите прошедшее время, А воже свои так тоже нельзя, да, сказать? Воже свои. вожзевае, нет, тут именно через поте. Потому что обычно вождесенвае это вы просьба, когда мы просьбу. Да не выделяйте вы желчь. Да, а здесь уже процесс идет, и мы только на него указываем. Тормозим его. Но не просим его прекратить это делать, мы констатируем факт, что выделяется желчь. И это Можно плохо. нас спросить, у меня там как бы вот эти суффиксы стоят наоборот. Она езлы солен, вожеспоте. Тогда Нет. он сердится на маму. Да. Вы сказали, что управление в дательном падеже. То есть обычно мным что-то там поте. Так это у не мамы выходит, а не у мамы. Мама сердится на него, управление на него не русская калька совыле, а дательный падеж. Но я вижу, в дательном падеже стоит он. Давай, я Да, что-то не потому понимаю. что мама Так, а как было бы просто кто-то сердится, кто-то просто сердится? ерыскор. Да. Солен ерыскор. У него он злится, солен ерыскор. А тут как Я там... сержусь. А через вожеспоте? Мы нам ерыкор. Мы нам вожепоте. Мы нам... Но если делать кальку, получится как-то так. Мамина желчь ему выделяется. Ну, здесь я вижу, мы нам... Почему мы нам-то? Все понимаю, мы нам это родительный. Да, Тут то нет. есть Там вы даже родительный, можете
Вот если даже убрать вот эти лица, юрискур, мы знаем, что это про третье лицо, что кто-то сердится. Вожепоте мы знаем, что это речь обо мне, потому что вот эти суффиксы, они указывают на того, кто это действие совершает. Мынам юрикур. То есть вы можете опустить мынам, и юрикур все равно будет понятно, что речь про меня, что я злюсь. Мгм. У меня еще один вариант. Да. Анаес солы иркур яшке. Шонер, да, так тоже можно. Мгм. Через глагол такой же. Анаес солы иркур яшке. Шонер. Умой. Умой. Так, ойдуре мномай жвань. Значит, мы сегодня с вами посмотрим коронщам. Да, очень много было вопросов по поводу деепричастий за все это время. И это, наверное, одна из самых базовых вещей в удмуртском языке, самых часто встречающихся, деепричастие, да. Вот Мне это вот оно кажется, так на удмуртски называется? коронщам, да. То есть корон это отсылающее к глаголу, а щам это как, да, щам характер. Вот. Итак, давайте... Деланье как? Да, типа того. Вот, мне кажется, что мы уже с вами, Марк, смотрели это, но давайте там... Нет, повторим нормально. ощущения. Я даже Плунгану там написал. Да, вот эта форма была. Смотрите. Нет, ну нормально, это очень интересно все. Да, это у меня есть, с удовольствием. Да, деепричастие – это в удмуртском языке действительно часто встречающаяся вещь. И смотрите, вот эта первая группа – это самые частые деепричастия, это самые простые, их до сих пор употребляют. Но я бы сказала, знаете, вот употребляют первые 3 чаще, а вот тоже, мне кажется, вообще уже стали редко употреблять. Умички тоже постоянно. Помещика тоже, да, но остальные функции этого деепричастия употребляют все реже. Но сейчас мы их рассмотрим. Суффикс «са», наверное, самый частый, да, и смотрите, когда он употребляется. Действие, которое совершается одновременно с основным действием, да, или действие, которое совершается раньше или позже. Мы это все смотрим по глаголу основному, то есть мы переводим, мы его согласовываем с глаголом, да, примеры. Вуш кырджан ёсты кырджаса пуке. То есть вот у нас глагол основной пуке в настоящем времени. Вот это у Алекса как раз были вопросы, вот тот файл вы мне тоже присылали, по-моему, там как раз это было. Вот. И кырджаса пуке сидит, распевая, напевая старые песни, да, то есть здесь глагол основной в настоящем времени, поэтому мы переводим деепричастие тоже в настоящем времени. И в отличие от этого следующее предложение корка пырыса джекшеры пукшис. То есть мы здесь не можем сказать, заходя в дом, он сел за стол. То есть здесь уже, во-первых, основной глагол пукшис, он сел, да, и поэтому мы пырыса переводим как зайдя в дом, он сел. То есть по конструкции предложения мы понимаем, что это уже свершившееся действие. Здесь, чтобы передать одновременность действия, да, допустим, корка пырыкус, допустим, вот он заходит, а там люди уже сели за стол, да, то есть в удмуртском языке можно такое, в русском есть такое предложение, что-то шляпа улетела, поезд, Марк, наверное, вы знаете это предложение, как оно? Ну да, подъезжая к станции, с меня слетела шляпа. Да, в удмуртском языке это можно, в русском языке это нормально, нельзя. абсолютно, Да. да. Вот корка пырыкум, например, да, давайте я вам отдельно. Ну, в удмуртском маленькая деталь, там обязательно притяжательный суффикс есть, а в русском же их нет, поэтому... Да, за счет притяжательного суффикса мы знаем, о ком идет речь. Да, а то по-русски это нельзя сказать. Вот, и очень часто вот этот глагол с суффиксом «са», он используется для конструкций таких, чтобы подчеркнуть завершенность или продолжительность, да, зорыса, улиз, например, то есть когда с глаголом улыны мы не значение «жить» передаем, а длительность какого-то процесса. И
быттыны, да, закончить, тоже его дополняя деепричастием, мы делаем завершенность действия абсолютную. Шисабыттис, то есть съел подчистую, зорысаулис, шел дождь, да, там, например, толон лумбыт зорысаулис, вчера весь день шел дождь. Такие вот тоже будут варианты. Как еще раз повторите, пожалуйста. Я просто, да. Про Лумбыт, что? про дождь. Лумбыт зорысаулис. Дорысалуис, да, точно. То есть вчера весь день шел дождь. А переведите, пожалуйста, вот это предложение, подъезжая к станции, слетела шляпа. На удмуртском. Ну только это надо с притяжательными суффиксами, это получится из ку. Давайте переведем. Подъезжая. Ну, когда я подъезжал, да, через ку. Станция. Через кум. Станция Доры, что-то там, так сказать, ветлый кум. С меня слетела шляпа. Станция Вукум, станция, да, Вукум, Ерыштым, шляпае лобис. Вуйку или вуйкум? Вукум. Но тут же я подъезжаю к станции или поезд подъезжая к станции? Вот или в шляпа русском двигалась языке к поезду? Шляпа не с поезда слетает ведь. У поезда нет шляпы. Шляпа не может подъезжать, я бы сказал. Я русском. стою на станции или я еду в вагоне и подъезжаю к станции? Да, вот этот вариант я не имеется в виду, этот вариант, конечно. Вот, здесь можно было бы еще, действительно, удмурты любят вот эти деепричастия на «са» добавлять. Например, она слетела, мы предполагаем, что она улетела и упала. Лобысаущис, да? То есть не просто улетела, а улетела, упав там. Но смотрите, тогда получается удмуртское предложение неправильно переводим чуть на русский, потому что станчи вуйкум, там уже в слове вуйкум есть слово я, что я подъезжаю к станции. Когда я подъезжаю к станции. Вот по-русски нельзя такую глагольную конструкцию сделать просто. И можно сказать станчи вуйку, и это будет литературно правильное предложение на удмуртском. Станчи вуйку, шляпае ущис. Да, ну, здесь вот станчи вуйку, здесь не подчеркивается, что я только был. То есть это может предполагаться, что когда поезд подъезжал, когда мы все подъезжали, то есть это более широкий вариант, о ком идет речь, скажем так. Подъезжали все, шляпа с него упала. Да, вот в таком смысле. Ну, по-русски просто неправильное предложение, по-русски неправильное, а по-удмуртски правильно. Просто это, видимо, получалось так, что носители вот этих языков переходили по-русски и пытались эту конструкцию сказать русскими словами. Отсюда вот это Может быть, да. Скорее всего, да. Ну вот, и, кстати, как раз переходя к ку, это тоже очень часто встречающееся деепричастие, и оно может добавлять к себе лично-притяжательные суффиксы. То есть уже к суффиксу ку добавили показатель лица, и уже понятно, о ком идет речь. Да? И вот этот суффикс ку сейчас он очень часто заменяется ку, этим союзом ку. Ну, сейчас посмотрим пример. Вот смотрите, суффикс «са» отвечает на вопрос «как», каким образом, а суффикс «ку» отвечает на вопрос «когда». И, как правило, происходит одновременно с действием глагола. То есть суффикс «са» он переводится в зависимости от глагола, да, и может быть либо до, либо после, либо во время, а «ку», как правило, вот параллельно с основным действием. Пример. Шишка кут тросен верашка. Когда ты ешь, много не говори. Да? Или это могли бы сказать уже более такой русифицированный вариант. Ку или куке тон пукишкот тросен верашка. Не пукишкот, а шишкишкот здесь только.
То есть, смотрите, это уже шкот. То есть это уже калька с русского языка, и сейчас очень часто так пишут поколение 20+, потому что в английском же тоже есть when I что-то там, вот эти картинок очень много. Нет, Там нет не причастий. Нет, там нет ну в смысле в английском. Да, там Вот. герундий все. И вот они делают такую кальку. Кукемон, бла-бла-бла, вместо где причастие на ку. Вот, личные притяжательные суффиксы, которые где причастием добавляются, мы посмотрим еще с вами. Суффикс «тег» – это легкий вариант, он отрицаемое действие показывает, либо одновременно, либо раньше, может быть и позже. Да, и позже тоже, или раньше, или позже. То есть тут тоже в зависимости от контекста. Верашкатек пуке сидит, не разговаривая. Анайзе аджитек кошкис уехал, ушел, не повидавшись со своей мамой. В будущем времени анайзе аджитек кошкос уедет, не повидавшись с мамой. Да? Ну, суффикс тек вообще не сложный в этом смысле, абсолютно понятный. То есть там, где не, там, где будет отрицание, там суффикс тек. Суффикс тож, вот у него 3 значения. Предел во времени, да, до какого момента. Например, куаш кежиц ктож щуреслэштизы. Сделали дорогу, пока не похолодало. Степень действия до какого-то состояния. Жади тож ужаны, работать до устали. И вот третье, оно самое такое необычное, непривычное, наверное, это противопоставление основному действию. Тек пукытож юртывал. То есть и переводится на русский: вместо того, чтобы сидеть сложа руки, помог бы. Да? Допустим, вместо того, чтобы учить удмуртский, учил бы испанский, да, может быть, кто-то из вас слышал такую фразу в свой адрес. Надя Фаршатова. Дышет ты тощ, испан клез дышет ты вал, да, то есть вместо того, чтобы учить удмуртский, учила бы испанский, вот, да, то есть дышет ты тощ. Или давайте вот так лучше даже. Удмурт клы дышет скытощ, испан клез дышет вал. Испан клы дышет скывал. Да, чтобы однозначно было, а не было мысли, что преподавай испанский вместо удмуртского. Умой. Это понятно, да? То есть это вот такая... Может быть, вопрос вот этот вот дышетский, дышеты, это тоже калька, да, с русского, Нет. когда говорят клэс дышетыны? Нет, это дело в том, что дышетскыны – это учиться, да? Это не переходный глагол. Не переходный. То есть у него не может быть аккузатива прямого. А дышетыны – это учить кого-либо, что-либо. То есть это переходный глагол, у него есть дополнение. То есть аккузатив есть без предлога. Поэтому, когда мы говорим «удмурт клэс дышетышко», непонятно без контекста. Я преподаю этот язык или я его сама изучаю, потому что дышетышко – это учу что-то и преподаю что-то. Поэтому, получается, контекст нужен. Поэтому, чтобы избежать таких сложностей, лучше говорить удмурт клы дышетскишко, учусь удмуртскому языку.
Или удмурт кылыдышетишко, учу удмуртскому языку тоже можно, вот так сказать. То есть разграничиваем таким образом. Мгм. Но вот удмурт КЛС дышеточко это не калька с русского, да? Не-не-не, нет. М-м. Нет. Умой. Так, возвращаемся, да? Суффикс «мон». Его, наверное, вы тоже очень часто встречаете, видите, слышите. Это «валамон», да? «Мон» может быть и причастием, и деепричастием, в зависимости от того, к чему относится. «Со валамон» верашки, он понятно разговаривает. Здесь относится к глаголу, поэтому считается деепричастием. По сути, вам не сильно важно знать, это деепричастие или причастие, что вот оно есть и все. Да, вам же не разбор предложений делать. Вот. Да, давайте посмотрим. Да. Я бы, ну, тут это, к слову, с тем Воломоном бы хотел спросить. Как удмурт наиболее часто скажет, что ему как бы, ну, в разговоре, что да-да-да, я понимаю. Вот, как бы, Я мне кажется... валай, я рам, валай, валай. Ну, в переписке, например, я не знаю, может, это Можно уже сказать волочко-волочко? Нет, так, мне кажется, реже говорят. Я валай. валай. Я. валай. Обычно я. Ну, это такая фраза, не знаю, то есть удмурт скажет я рам, ладно, а сделает по-своему. Да, очень частое явление. Итак, вот эти 1, 2, 3, 4, 5, 5, вот прям запомните, да, это самые базовые, часто встречающиеся деепричастия. Дальше смотрим притяжательные суффиксы, да, вот 2 деепричастия могут присоединять лично притяжательные суффиксы. Это суффикс «ку» и суффикс «тож», да. «Мыныкум», когда я иду, «мынытожам», пока я иду, да, или там, ну, тут надо по контексту смотреть, которое будет значение. «Мыныкут», когда ты идешь, «мынытожат», пока ты идешь, «мыныкуз» — это третье лицо, «мынытожаз», «мыныкумы», «мынытожамы», «мыныкуды», «мынытожады» и «мыныкузы», «мынытожазы. И здесь я вам в качестве примера привожу лично притяжательные суффиксы, которые у нас были у существительных, да, то есть обратите внимание, что это те же самые суффиксы «мы», «д», «з», во множественном числе «мы», «ды», «зы». Да, здесь вот во время карантинного курса хорошее слово предложили медуза, да, легко запомнить, медз, медуза. В единственном числе медз, а во множественном добавляется и на конце, мыдызы. Угу. Вообще вот эти буквы, они как бы преследуют, да, она всегда в первом лице встречается, д во втором лице, з в третьем лице. Вот. Ну, примеры, да, еще прочитаем. Тодмотем мурт переку Петя султамыннивал. Когда вошел незнакомец, Петя уже вставший был. Да, то есть по-русски же тоже так не скажут. Незнакомый человек, входя, Петя уже вставший. Но у нас все через придаточное предложение уже делается. Да, да. А не такой синтетический. Перекус Петя и женовал. Вот, да, тоже пример к шляпе. Перекус Петя и женовал. Когда он вошел, Петя еще спал. Да, все это интересно. Перекус Петя ущис. Когда Петя входил, он упал. Вот здесь перекус Петя и женовал. Теоретически можно сказать, ну Петя же тоже третье лицо единственного числа. Но тут логики нет, что входя он еще спал. Хотя, не-не-не, тут, кстати, по контексту можно и так, и так. Тут надо вот Петя, входя еще спал, как лунатик. Да, то есть он еще сонный был, да. Так может быть. То есть тут надо контекст смотреть. Интересно. Да. Вот, да, про то, что я говорю, причастие или деепричастие.
То есть вот глагол валаны понимать, да, валамон юан, понятный вопрос, это причастие, потому что Мгм. относится к существительному, то есть выступает в роли определения. А валамон верашке, понятно, говорит, то есть уже здесь относится к глаголу, поэтому функции, то есть это уже деепричастие получается. Мгм. Так, вот, ужаса, ужатек – это антонимы. Верашкса, верашктек – антонимы, да, то есть тек антонимичен Мгм. суффиксу «са». Ужаком, здесь, видите, тоже вам предлагают вариант кумон ужашко, когда я работаю, когда я работал, когда я буду работать. Но это более русские варианты. Верашка кут, кутон верашки шкот. Мгм. Как образуется? Значит, мы здесь берем длинную основу, кары, ужа, и к ней добавляем суффикса кутек, тожмон. Да, ничего сложного нет. Так. Тулон выдишка саки мапуки. Вчера долго сидела, читая. Давайте сейчас, наверное, вы почитайте. Можно, Али- пока это Да, не начались эти упражнения. да, И конечно. я вам в письме задавал вопрос, как бы, как удмурт воспринимает вот эти, ну, вот эти деепричастия, если основа глагола так и не появилась в предложении. Он воспринимает это как, скажем, как что-то абстрактное или примерно так же, как во втором прошедшем времени. Вопрос не поняла и не помню, честно говоря, как там было в упражнении, какой-то там конкретный пример ведь был, да, на конкретном примере. Можно пример какой-то привести? Не очень понимаю. Сейчас попытаюсь быстро. Мгм. Надя Джиджбур. Здесь будет. О, кто появился? И без домашки. А мы уж Ой, тут говорили, как какая насчет красивая испанского и удмуртского? У меня декабрь посвящен работе. Мы Я поняли. вся в Huawei. У всех посвящен работе декабрь. Появился, получилось найти? Нет? Нет, я сдаюсь, короче, ладно. Потом когда-нибудь. на досуге. Хорошо, ладно. Так, давайте тогда. Надя, давай, ты пришла, мы тебя сразу в бой. Вот, кстати, да. Прочитай, пожалуйста, 3 предложения. И, перевод тут уже дан, просто давайте разберем. Ага. Талон на дискуиста кема пуки. Ой, это вообще легкое. Вчера... А полностью читать? Или по предложению? Весь абзац. Тебе 3 предложения будет. Давайте Ага. вот первое разберем, да? Смотрите, как бы вы еще иначе это могли сказать? Не пукны, а через другой глагол, но тоже бы означало... Кли. Талон на дискуиста кема кли. Да, но не в значении лежал, а пребывал в этом Был, состоянии. находился, да. Такой южный диалект. А если еще уи, то он кемалы дишкаса уи, да, то есть я А вчера... это северный, наверное, да? Нет, это общий литературный. Ага. Ну, может быть, южане реже используют, да. Угу. Дальше. Ну, тут все понятно. Лыдишкуса, это, получается, деепричастие? Да, Что дело да. я? Ага. Долго сидел. Куарьос берегоса ущё. Листья, кружась, падают. Да, Марка, здесь, да, бергаса. видите, мы согласовываем с основным глаголом, то есть либо прошедшее время переводим, либо настоящее. Угу. Слушайте, а что-то у нас сегодня этот, что ли, Zoom сжалился и что-то вообще не выполнил. Подарочные минуты. Новый год, декабрь. Наверное. Так, Шинмедамуш, что Шинмедамуш, ага. Да, еще один предложение, Лычина. Бен, нелпиос урокын верашкуйтек пукизы. Дети на уроке, не разговаривая, сидели. Тоже деепричастие. Верашкуйтек, тек – это отсутствие чего-то. Да, а если они сидели, разговаривая, то как скажешь? Верашкуйса. Верашкуйса, да. У мой Света, тон выйда.
Света. О-о. Давай, Сукутон, Лыджи, давай ты читай. Так, Петя вештым, Петя. Петя вештым, Вестим, бурящ вестим. Угу. вестым, Вестим. вестым, Угу. здесь бурящ ктек, кошкис. Петя Угу. прошел мимо меня, не поздоровавшись. Угу. А если он поздоровавшись, прошел? Здесь бурящ кыса, Угу. кошки. А если такая ситуация, я вот с ним здороваюсь, то есть я в процессе с ним здорования, а он мимо проходит. Мон... Сейчас. Ну вот. То есть нам надо джечь бурящ Мон ктек, здесь бурящ ктощ, со кошкис. Не знаю. Мгм. Здесь будет у тебя получилось предложение Монджич Бурящик Тош. Я не успела даже с ним поздороваться, он уже ушел. А Но вот это ты... все равно очень жизненно получилось. Да. А вот если, допустим, ты в процессе, когда, а он ушел. Петя такой вообще суронбан. Ку тогда. Джеч бурящ кыкум. Кыку. Кыкум, да, кыкум. Мон джеч бурящ кыку. Ты можешь мон даже не ставить, потому что кыкум уже показывает, что я и когда. Мгм. То есть джеч А можно бурящ вопрос? кыкум. Удмурты Петя бы тоже Востокушки. не использовали бы мон, да? Вот мон, со вообще очень редко Мне используют. кажется, да, потому что язык стремится к упрощению, то есть и зачем лишние вот эти наслоения мон, и так понятно. Джеч бурящ Ну, в кыкум. принципе, в русском языке тоже можно убирать, да, допустим, сомневаюсь, сказать слово сомневаюсь, и понятно, что про меня, но обычно мы все равно говорим с местоимением «я сомневаюсь». В прошедшем времени у нас так не скажешь. В настоящем, да, можно. Мне кажется, в финно-угорских языках все-таки местоимения употребляются реже, чем в русском языке. И плюс они чаще для подчеркивания, что вот я именно сомневаюсь, это именно моя вещь. Даже когда мы с вами делаем притяжательные конструкции, вот эти слова «мой», «твой», «его» мы ставим тогда, когда надо обязательно подчеркнуть, что вот а моя вещь такая классная, ну, то есть, да, то есть выделить надо. Угу. Я могу даже больше того сказать, Да. что даже и в чешском языке тоже это местоимение принято это реже ставить. И мой преподаватель чешского в свое время тоже говорил, а зачем вы это делаете, собственно говоря? И так все понятно без местоимения, да? Да. В чешском, потому что глагольные формы такие остались, как и в польском, а в русском... Да. Света, що таке предложення, Личина? У дырьяку писпу улын сылыны угьяра. Когда гремит, нельзя стоять под деревом. Да, и вот здесь нельзя поставить лично-притяжательный суффикс, потому что речь о погодном явлении, а лично-притяжательные суффиксы мне кажется, к живым только ставим. То есть про гром гремит, про погода гремит мы не можем сказать с лично-притяжательным. То есть гудырьякуз нельзя сказать. Угу. Давай, Света, еще одно, потому что ты с предложениями не работала. Угу. Москвае ветлый кум, куашки житвал. Погода была холодная, когда я ездила в Москву. Да, то есть вот здесь мы меняем на другое лицо, и понятно, о ком речь. Как сказать, когда они ездили в Москву, погода была холодная. Ветлый куз. Медуза. Мыдызы. Ветлый куз. Или Кузы. Кузы? Да, потому что они. Угу. У мой... А можно опять влезть с этой погодой? Вот в это зор-зор куажье, вот это вот куажье, что означает? Зор-зор куажье. Обращение, моя погода, дожди.
Иди дождем. То есть у нас все погодные явления, там идет дождь, идет снег, это не снег идет, это погода дождит, погода снежит. И поэтому пролейся дождем, погода моя, как обращение. Ну, то есть можно это иногда поставить, это личное притяжательное. Ну, к слову, куащ можно. Козье. Мгм. Например, вот это вот в прошлых, да, у нас в прошлом тексте было, могут сказать удмурты: ой, сегодня погода такая паршивая, куаже дуротунне. Твоя погода сегодня плохая. Но это не имеется в виду, что твоя погода, просто вот в разговоре бывает, что поставят второе лицо, притяжательный суффикс, как бы чтобы, не знаю, Ну что, ты приблизить. виноват. Ты виноват. У тебя погода плохая, у меня хорошая, да? А, И третье лицо могут поставить, сказать куаже зуротунне. Это может быть уже отсылка к Богу, что у тебя погода сегодня вообще паршивая, конечно. Вот, давайте дальше. Артем. Дорамы. Дорамы, пыра, куды, ми, нюлюскин, вал. Мгм. Когда мы заходили к вам, мы были в лесу. Когда вы заходили к нам, мы были в лесу. Да, здесь уже пошло. кто где был в лесу? Дорамы, к нам, мы, да, это наш дом. Пыра, куды, ды, это вы. Мы были в лесу. Когда вы заходили к нам домой, мы были в лесу. Мгм. Умой. Ксюша? Ксюша? Школа є мини тощ, нянь дуре ветлы. Когда до того, как пойти в школу, сходи к хлебу. За хлеб. хлебом. Ну да, это южный вариант, так говорят, нянь Да. дуре ветлы. Северяне скажут... Подержаться за хлеб. Ветлы. Нянь понна северяне скажут, южане еще бывает скажут нянь-лы с дательным падеже, нянь-лы ветлы. Вулы по там, да, а северяне понна говорят. Вот, и что здесь еще? Да, то есть здесь как бы условие какое-то, да, поставили, прежде чем до школы, как бы сходи за хлебом. Людмила? Гурте вертитозя, как частно. Тут описка, как частно. Угу. Частно. Гурте вертитозя, как частно. Так, еще 2 часа до того, как я пойду домой. Да, а как будет до вашего возвращения домой еще 2 часа? Гурте вертитозы, Жады. тозяды. Так это вы, вот они. Вы, да, я вы просила, да. Гурте вертитозяды, как частно. Угу. То есть здесь вот как бы некий предел, что ли, да, то есть до вашего возвращения еще там 2 часа. Угу. Тут вариант как раз предложения без этого, без глагола. И я понимаю, что тут нельзя поставить как час и ни, что удмурты бы это просто как бы по-другому бы переформулировали просто предложение. Гуртебер тотожам как частный. Ну, тут про будущее просто. И поэтому ни здесь вообще никак не поставишь. Не можно поставить, просто смысл поменяется. Гуртебер Уже осталось как 2 часа до ни. того, как я приеду. Ну если я сижу на часах и жду, ой, осталось всего лишь 2 часа. Да. Тотожам как частный. Гуртебер тотожам как час. Ну, тут можно было бы сказать глагол «клиз» осталось. В принципе, тут можно было бы глагол поставить. И берпомедес предложение. Марк, выйди, пожалуйста. Так, сейчас. Оно у меня что-то свернуло. Ага, вот это вот. Да, кажитен кре, да? Да. Вот
Коркан Пуко. Вместо того, чтобы выходить на холод, в такой холод, сижу дома. Мгм. Да, вот тут, Как тут бы вот и условие. вот и тощ вместо того. Да, вместо Тижетен того. кре. Мгм. Вот и тощ Коркан Пуко. Да, Надя, как бы сказать, вместо того, чтобы учить удмуртский, учила бы испанский. Вот. Я Мы так и это делаю. обсуждали, А да. кто меня сдал? О, не знаю, Так. кто. Ой. Сейчас. Вот здесь через тощ, да? Да. Пот и тощ. Но не пот и Удмуртск- тощ, не выходя, а вместо того, чтобы Ну, понятно. учить. Ага. Удмуртск лес, да? Или Удмурт. Или вот Какой мы там тут падеж? разбирали, можно удмурт дышит и дальше ставишь. Тышецкий ты тощ? Дышецкий Господи, боже. тощ, удмурт дышецкий тощ. Лыдышецкий тощ, мон испан дышецкий став. Удмурт дышецкий тощ, мон испан дышецкий сал. Ну да. Да, или, а Испан если ты дышецкий. кого-то, или тебя там родители говорят, вместо удмуртского учила бы испанский, как это будет? Они бы, наверное, мне наоборот сказали. Вместо испанского учи Ну, удмуртский, дорогая. Ну, Давай. предположим. Или наоборот скажи. Вместо того, чтобы свой М. испанский учить, учила бы удмуртский. Да, вы так Давай, похожи на да. правду. Испан дышецкий Тощ. тощ, Угу. удмурт дышецкий став. Дышецкий вал. Училась бы. Или- Это мне совет дышецкий вал. Ага. Да. Угу. У мой, так, сейчас давайте еще посмотрим примеры. Так. Ой, такая нарядная. Спасибо. Очень красивая. Людмила. Так. Лыча предложение и берегте. Читайте предложение и переводите. Сиськакут, Сичкакут. Угу. сиськакут, вираскитек, пукано. Угу. И Когда? берегто. Кушайте, не надо разговаривать. Сидите и не разговаривайте. Вы кушаете, он кушает, мы кушаем. Кто? Более Вы. что? Если было бы вы, было бы щичка куды. А здесь просто Тон. д. Да. Ты, Когда ты ешь, надо Ну. сидеть, не разговаривая. ну ты. Угу. Тон. Мой. Марк. Да. Ми кушпалытем чукна чай юатек угбыгатыш. Юитек. Юитек. Юатек, не спросив. А Не здесь спрашивая чая, да, понятно, Мгм. да. Я вот забыл, что значит кушпалытем. Куспал – это супруг. Куспален, да, то есть, да. Буквально как переводится? Кус – это пара. Пал – это Мгм. половина, то есть парная половина. Да. Поэтому, Куспален со своим супругом, да? поэтому Мы- в удмуртском языке пал кышно – это вдова. Или, Да. да, то есть и она половинчатая. Мгм. Да, что получается, мы с супругом без того, чтобы выпить чай, не можем. Да, что не утром не выпив что чая не не можем? можем. А что не можем? Чай ютек, богатышки. Не выпить чаю не можем. Да? Не выдерживаем, да, не можем без чая. Мгм. Вот, да, юатек, да. Алекс? Анае телевизор учкакуз киртышке. Киртышкыса телевизор учке. Мгм. Так. Моя мама, когда сидит перед телевизором, вяжет. Мгм. Вязая смотрит телевизор. Да, как по-русски Не говорят. знаю. Без понятия. Ну, мы поняли, да. Так, Алекс, Надя? Бускельзы пумит вератек укчида. А бускельзы это что? Сосед.
Пумит вератей сукчида. А пумит? Это же... Против. Пумит вераны – это перечить. Сосед не может не перечить. Угу, это же сосед. Угу. Угу. Умой. Надя, бери Артем. Ужем вуетощ вощ миме поте. Угу. Летом Гужем вуточ мы вместе переводим до, да, то есть суффикс точ дает здесь значение предела какой-то временной рамки. а вуи это Вуны приходить, наступать. Года лета. До прихода лета, можем так, до наступления лета. надо что-то. Надо, что-то хочется. Вощмыны. Ну, это частая история. Вощмыны похудеть. Мгм. Сразу напишу антоним, да, чтобы в паре запоминали. Куай, ины, толстеть. Мгм. Ага. То есть до наступления лета, до прихода лета мне хочется похудеть. Умой, Ксюша. Ксюша, Света. Все. Иван Былын. Света, читай, Ксюша, дадим потом задать. Тощ. Слышно меня? Да, Алло, слышно? слышно. Диван Да. Былын нырулы тощ, нырулыса пыки тощ, валесе ведеса и жунони. Валесе, выдыса и женони. Угу, как переводим? Валесе ведеса и жунони. На диване Ныру, да? ассоциируется с диваном только гань-гань, поэтому остальные слова я не знаю. Смотрите, это интересное слово ныр улыны. Какие знакомые слова здесь видите? Ныр это нос. Ныр нос. Это нос. Да, а улыны, Жить. но не жить, Жить. Лежать. Жить. жить носом. Жить Нет, носом. ныр улыны – это клевать Валяться, наверное? носом. Это клевать носом, то есть дремать. То есть под носом. Потому что когда клюете носом, вы же как бы нос опускаете. Ну да, клюем прям. Угу. Как переведешь, Света? Я не знаю, что такое валесе. Валес – это кровать. Выдыса выдыса? еще, лечь в кровать Тоже спать. Да, лежа спать. Выданы – это ложиться, а еще спать надо. Мгм. Получается, что пока на диване клевать носом не начал, иди ложись на кровать спать. Нет, у нас вот у тощ есть несколько значений, и в данном случае противопоставление. Вместо того, чтобы учить испанский у нас было, да, здесь Мгм. вместо того, чтобы клевать носом на диване, надо идти спать уже в кровати. Как определить вот эту разницу? Где О. предел вот этот, а где вместо? По контексту, по контексту. То Мгм. есть здесь, ну я даже здесь не знаю, как перевести до предела. Пока ты клюешь носом на диване, надо спать в кровати. Ну, то есть Уже тут Уже по интересно. контексту, да. И очень часто действительно говорят «выдыса и жонони», то есть надо спать уже лежа, как бы так как-то. Вот. Мгм. Ксюша, да, у нас была? Ага, Ксюша. Пуны утисащий онкуре. Угу. Собака просит кушать, молясь. Нет, не бедная Молясь собака. Богу. Я бы тоже так перевела. Утыны – это лаять. Утыны – это лаять. Лая Собака просит? Лая просит кушать. Просит
Кушанье. Да. Еды. Еды, да. Мгм. Умой. Людмила. Я тут как раз скриншот делаю и не вижу. А я вам отправлю презентацию потом. Да. Ну, ссылку. Так. Я отправляю ссылку, откуда вы можете скачать, да. Мгм. Тоді мами Клими сьет музееме, чтобы... Ой, плохо еще вижу, добавил. Мелко так стал. Сейчас увеличу. А у меня не больше стало сейчас? Точно. Больше. Тоді мами Клими сьет музееме, чтобы усі. Усі Сашу Берте падає, покрывает. Да, то есть можно сказать, либо Белый, падает... Мгм. белый снег, как пух, на Да. черную землю укрывает. Укрывая падает. Падает снег, укрывая темную землю. Да, то есть можно и так сказать, что быртысауще покрывая падает или падая покрывает. Так и так. Умой Марк. Кырджаса лежом алино. Лежом это лежины, это что-то такое оставаться, опускаться. Отпускать, да, но это устойчивое выражение. Это Поем? из песни. Да, давайте запоем, давайте Запоем, пустим, напевая буквально. Ну да, вот то есть носители языка тут пробиваются, знают, а мы нет. Кырджаса лежом али. Лежом алино. Запоем, что ли, да? Вераса лежом алино, там мы с мылом щулем йосмес, что-то там, шулдырца лежом али или Марк. Отпустим Да. песню. Классно. Умой Алекс. Мужику час шуры учко. Но когда я работаю, на время не смотрю. Да, или абстрактно, когда работают, на часы не смотрят. Не смотрят, да. Мон у Гучки Да, щой было бы. потому что... Надя. Час шары учку и теку жало. Работают, несмотря на часы. Да, ну или Не вот глядя на Алекс, часы. если бы предложил, тут можно было бы, я буду работать, несмотря на часы. Когда устраиваешься на работу, скажешь, мон чаша ручка теку жало, мон тоже... И перекрещиваешь так руки, что правда так не работать. Мон гижиш пинищу жало, я буду работать ногтями, зубами, да, гижиш пинищу. Так, И про себя семидамишь, думаешь. Артем. Тунды пукщи тощ, бакчарын ужамы. Мы работали на огороде до захода солнца. Да, Мы здесь работаем. предел по времени, да, что вот до такого состояния. Умой, Ксюша? Тыш валамон валакте. Учитель объясняет понятливо. Понятно. Света? Сон и лаш. Шинмашкмон экте. Эта девушка симпатично танцует. Умой, Людмила? Вускиль гуртысь калык, вожьясь кымон, золужа. Вускиль гуртысь. Соседний. Арте гуртыш, щер гуртыш. Из соседней деревни. Соседней деревни, люди с соседней деревни, вожьясь кымон-то это что? Вожьящкны завидовать, а вожьящкмон это как где причастие завидно. Завидно, как работают. Да, завидно сильно работают. Как люди работают в соседней деревне. То есть народ из соседней деревни завидно сильно, усердно работает. Да. Мы завидуем. Да, Марк. Орка, Зуркамон, Гудертиз. Это что, дом содрогнулся от грома, что ли? Да. Ну тут лучше глаголом перевести, да? Содрогнувшись от грома.
Тут скорее даже гудертис, смысл такой, что гром был такой сильный, что дом содрогнулся. Домосодрогабельно громыхнуло. Ага, То да. есть мон обычно переводится вот этот «б». Там. Стоп, а гудертис это какой? Это же этот самый падеж соответствия, гудертиз. Гудертыны – это глагол. Это глагол. Это Да. глагол. Это не Глагол существительное. в прошедшем времени. Да, громосодрогабельно. Домосодрогабельно громыхнуло. Громыхнуло, ага. Интересно. Это гудертыны, понятно. Да. Так, это вот вы можете ответ еще ясен. раз посмотреть ответы здесь. Мгм. Так, давайте мы с вами посмотрим еще следующую группу глаголов. Ой, да, деепричастий. Да, вот они. Значит, смотрите, есть у нас сложные деепричастия, которые употребляются гораздо реже и уходят в забвение, да, потому что они непонятные, непривычные, и они более сложные. Вот, Ну, не во-первых, будем давайте их учить. нет, вы знаете, что они есть, потому что они в текстах тоже встречаются, и, то есть их, как бы, их вы встретите, если будете читать. Они красивые. Они красивые, Да. да, особенно южане, мне кажется, их еще и могут. Вот, Еще вот, раз, вот. это причастие или деепричастие? Деепричастия, но более редкие. Эмен – это тоже деепричастие, это не причастие? Нет, здесь, нет. Вот, смотрите, да, мтеен, мтеыш. Шоканы омыр тырмым теен или тырмым теиш тушчемно морлул джиле. По причине того, что не хватает воздуха, он часто и глубоко дышит. То есть мы берем глагол, основу глагола, и к нему добавляем суффикс мтеен или мтеиш, чтобы показать причину, по какой причине что-то происходит или не происходит. Да? Дальше эмен, емен и эмыш, емыш. Да? Куаж зоремен, но кучино аммыне. Вот мне кажется, это еще могут как бы и в разговоре встретиться такое. Мы никуда не пошли из-за того, что пошел дождь. Видите, это очень компактные суффиксы. Или вот здесь запомните, да, то, что мы с вами смотрели, дугдыны, глагол, или сайканы, они всегда будут требовать управления, эмыш, емыш, да. Здесь вот иногда, ну это на самом-то деле и вряд ли это деепричастие, это скорее существительное в падеже, здесь почему-то его вместе дают. Горшок джук почтамыш дугдис, горшок перестал варить. Или пи и жемыш сайказ, мальчик проснулся из сна. Или вот еще такой эмья, это вот прям уже очень... То есть это встречается часто сейчас в газетах, но в разговоре мало употребляют. Очкен ветлущесвен лыдзы будемьяна суэваланы луэ. Это можно понять по мере роста числа тех, кто носит очки. То есть, как правило, переводится по мере. Мынемья, мынемпоте. Вот так могут сказать, это красивое выражение. Идя, еще идти хочется. Кылземья, кылземпоте. Да, слушая, слушать хочется. Я уже ПТ. Ага, щием-я, щием-поте, например, да, то есть Да. так вкусно кто-то приготовил, вот ешь, и еще хочется есть, так вкусно. Я вот от бабушки еще слышала, что вот эмен, она употребляется лично притяжательным суффиксом, допустим, юэменыс. Да. Из-за того, что он пил, Да. он, смерть как-то упал, что ли. Ой, у меня кошка ходит. Да, это такое бывает, да. Давайте посмотрим с вами предложение еще. Так, тут пару найти, это мы делали. Давайте вот это мы еще не делали, такие предложения. Переведем эти предложения. Кто у нас последний читал сейчас? Марк читал. Марк читал, да, Марк читал. Я как раз Алекс. не читал. Нет, вы читали про гудертис. Про гудертис Да. я точно. Алекс, да. Зоремыш дугдис, но сокуик шунды потис. Мгм. Так, перестал идти дождь, и
тогда же и вышло солнце. Шонер. Но тогда же вышел солнце, so quick, в тот же миг, да? У мой Надя. Ага. Соно мирно веране збигати, паймемени пельпумьосе гине жутьят. Мгм. Он ничего сказать не смог, а вот после запятой у меня проблемки. А это же что-то с удивлением? Нет, Паймыны, глагол паймыны. паймысы. Паймеменыс – это как раз вот деепричастие, которое мы смотрели по причине или из-за того, что удивился, и перпумьосе чудес. Вот. Уши, а Не-не-не, пумьосе- пельпум – это конец уха, плечо. ага, удивился. И от удивления этими плечами пожал, наверное. Да, Гине- поднимал плечи от удивления. Ага. Ничего сказать не смог, и от удивления, ага. Поняла. Да. Мгм. Паймемены. Понятно, да? Паймеменыс по Мгм. причине удивления. То есть Мгм. кратко. Я бы это... Но я бы тут опять влез со своими... Да. Мне всегда кажется, что когда в удмуртском говорят это деепричастие, что, как бы я говорю уже, натягивают просто сову на глобус. И я тут вижу, что вот это поймем, вот этот вот творительный падеж, поймем, ен и из. То есть он со своим удивлением только пожал плечами. Да, Я вот, согласна, я именно так это и понимаю. Да. Спасибо. Ага, так оно и есть. да, вот их действительно, вот эта группа деепричастий, которую мы сейчас взяли, да, их действительно до сих пор не могут спорить. Это что? Это существительное с суффиксом «м», «ем» в падеже с лично-притяжательным суффиксом, или это отдельное деепричастие? Как бы Просто нету... Мгм. Очень просто, что эти как бы глагольные, эти суффиксы падежные в удмуртском присоединяются не только к именам, но и к глаголам легко. Вот в этом и дело. Мгм. А являются ли это деепричастиями, это уже лингвистический вопрос. Ну да, ну вот мы их вместе с вами смотрим в деепричастиях сейчас. Главное, что суффиксы присоединяются не только к именам, как в русском языке, а к Мгм. глаголам. Живут Мгм. своей Мне как бы стало гораздо проще понимать удмуртские тексты, когда я просто у себя в голове выделил отдельную группу слов, которые вот которые вот этот поймем. Говорю, это Да. просто отдельная такая специальная группа, и от нее уже все остальное. Все образуется. Да. Мгм. От глагольной такие существительные, да. Мгм. Артем? Тамак кышке мыштыс пищайтайлен мы и кез но тушес но чушпыр пурыш луэмын. Табак тяну в Вот, здесь тоже кыс, кем, тыз, по причине причине. курения. Да, то есть тоже вот. Кыс, кем, вот. Кыс, кем, тыз. Тоже можете воспринимать как отглагольное существительное в падеже с личным притяжательным. по причине курения считает Дедушка, да, у дедушка. тебя бабушка с дедушкой все время путаются, да. Да, чей-то дедушка мой. Нет, тут просто у дедушки мыик это усы, тушь это борода. Дедушкины усы и борода. Угу. Чушь, пыр, пурыщ. Это цвет. Попробуем определить какой. Чушь, пурыщ. Желтый. Желто-серый. Желтый. Желтовато-серая, да? Пыр – это как бы крапинки такие, то есть вкрапление желтого на сером. Ну, желтовато-серыми стали. Да. Угу. Чушь-пыр, как еще по-другому мы могли сказать это прилагательное? Помните, там было 3 суффикса, которые синонимичные. Чужмыт – желтоватый, и чужалес. Угу. Умой. Ксения? Ксюша?
Она кошку ловит. Кошку ловит. Света. Плащ Джок Пимыт, Луэмыш, Ожамыш, Важгес, Дугдоно Луис. Погода, что-то там такое. Вот тоже луэмыш. По причине, эмыш-емыш, да? По причине того, что погода стала рано, или по причине того, что стало рано темнеть. Так, по причине того, что стало рано темнеть, работа... Дугдыны, Так. ужамыш, дугдыны. Что это? Остановили. Угу. Дугдонолыс пришлось... Работа стала раньше заканчиваться, как я поняла. Да, Да? смысл такой, да. Дугдонолыс пришлось закончить раньше работу. Угу. Важгес это раньше, дугдонолыс пришлось закончить. Надо закончить. Угу. А вот вопрос у меня есть. Да, Всё-таки да. тонкое различие между причастиями на эмен-емен и эмыч-емыч. Вот и там по причине. В одном случае творительного падежа суффикса, в другом случае отдалительного. Вот в чем тонкая разница? По-моему, этой разницы никакой нет. Вот эмыш, емыш и эмен, емен. Вряд ли есть. Ну, допустим, смотрите, вы не можете с глаголом дугдыны поставить эмен-емен. Тут всегда только эмыш-емыш. А с чем можно поставить эмен-емен? С какими, например? Эмен-емен совсем, ну, с большей частью глаголов. То есть у эмыш-емыш у него управление есть. То есть с глаголом дугдыны, сайканы, только эмыш-емыш. А я, кажется... Я вот в этих двух предложениях как бы вижу в одном случае пэщ, что там, пэштемещ. Почтемыш, дугдыс. Почтемыш. Да. Так вот, и я понимаю, что, то есть отдалительный суффикс, то есть горшок варил кашу и отошел от этой каши, он уже перестал варить. Или он перешел из одной стадии, из одного каши состояния в другое, да, то есть перестал варить, то есть варилась вот и перестала. То Оля, же это самое, права абсолютно, да. и то же самое со сном. Со сном Глаголы то же действия самое. или глаголы состояния. Да, Если да, глаголы да. состояния, то эмыч, емыч. А остальные глаголы действия можно эмен, емен. Да, вот Да, да. Но я, честно говоря, не знаю, вот кроме сайканы, дугдыны, какие еще есть глаголы, которые вот с этим употребляются. То есть это редко употребляющаяся история уже. Но встречается, опять-таки встречается, но уже все реже. Ну да, это скорее смена состояния, переход из одного состояния в другое. Проснулся ото сна, перестал варить. С ходьбой не употребляется это эмыч-емыч? Как перестал идти там или что? Ну нет, перестал, это все время будет дугдыну, он все время требует этот эмыч-емыч. Ну вот, значит, да, значит, действительно глаголы состояния. Ладно, так, спросим. Дальше, кто у нас сейчас читал? Кинали Выджи? Света. Света Бере, Выджи, Людмила. Таиверес, Азлогес, Верам ты ис, тым, Верам ты ис, тым, Вождесен потте. Здесь будет мте, это отрицательность, да, отрицательный суффикс, поэтому верам ты ис, Верам ты ис, тым. Эти новости, это новость. Вначале... Смотрите, кто здесь вообще верам ты ис, тым? О ком речь идет? Давайте попробуем восстановить. Верам ты ис, тым. Вот, мте ис и м на конце. Вот суффикс м на конце, это про кого обычно? Это про меня. Про меня. Угу. Про меня, да. То есть, и это отрицательное. То есть, то, что я раньше вам не сказала, эту новость,
Не злитесь. Это будет так переводиться. Верамтейштым, что я не сказала раньше. Что я не сказала. Это так переводится. То есть на современный лад вы бы перевели «Монтайворез ажогес эйвера шулыса вождесен потте». То есть калька с русского, что я не сказала вам эту новость, простите. Вот лучше кальку с русского, чем Верамт, если Ага. это Так, в жизни но не мы- скажет. Но мы смотрим то, что есть, то, что вы Ну. можете употреблять, то, что вы можете встретить в тексте. Да, я понимаю, что сложновато, но это тоже надо знать. Марк, Так, следующее, это 6, да? да. Мгм. Что тут все слов незнакомых. Жок бжеменыз, кылйосызлен, радзы шарыш, балпачкытек, но на киншоры, умой, учкытек, дыртыса веранны. Мгм. Это из учебника для финских студентов. Вот, мы еще не финские студенты, да. Это Жок бжеменыз, это это по причине быстрого бега. Да, шонер. Видите, а дальше вот сложнее. Кыльёслен радзы, порядок слов. Да, ряд это порядок, да. О порядке слов не думая, что-то не думая, Не думая и... не думая о порядке слов и не слушая кого-либо не слушая, Несмотря ни на кого. несмотря ни на кого, начал пытаться говорить. Да, начал быстро, дуртыса, Быстро. спеша спеша говорить, говорить. начал. Это финским студентам преподается, ну хорошо. Да. Кельмаков молодец. Алекс, Лыктыш адемиосыс бус пырты сайкыт аджины луемтыен пияш тодманы эсбигаты киньос соос. мгм. Так. Так. Читающие люди бус... Луимтен, давай начнем вот с этого. Луимтен. Аджины Так. луимтен. Из-за того, что он там не был, из-за того, что он не видел. Да, из-за невозможности видеть сайкыт, ну, типа четко. Мгм. То есть он не видел людей, которые приходили на поле? Бус — это не бусы, бус — это туман. Ага. Сквозь туман. То есть, через... то есть по причине невозможности видеть четко людей через туман. Так, Пияш не мог, не узнавал, кто они. Да, именно. Ну, такой вот компактный удмуртский язык. Мгм. Оля, а ты можешь представить, что ты вот слушаешь это предложение от вот удмурта какого-то вот... Носителя. Да, носителя. Простого Можешь удмурта. представить, вот именно вот в таком порядке, вот четко все вот лыктыш адемиосыз бус парты сайкыт аджинылуем таен пияш тодманы эсбыгаты кинесос. Так Вот. говорят, прям вот так и говорят? Но- Не, ну это уже Это же нагромождение. Это уже нагромождение. То есть МТН могут сказать, да, там, но вообще удмурты любят короткие предложения, то есть у нас не было придаточных, то есть это все были краткие предложения. И вот это тоже, это бы гораздо короче сказали. Мгм, то есть Я бы это хотел- Тоже не больше говорим. литературное, чтобы написать рассказ какой-то, да? Ну, МТН могут употребить, просто не в таком сложном предложении. Да, вот я про это и спрашиваю, да. Да, именно. это слишком длинное предложение для разговорной речи. Мгм, мгм. То есть удмурт бы, может, даже сказал, типа, солен аджемезо злуы, да, бусвал. То есть он бы сказал простыми, краткими предложениями. Мгм. Мне очень нравятся вот эти вот штучки, которым ты нас учишь, и МТН, и МН, но вот я не представляю, что вот такое предложение может сказать удмурт.
Ну, я тоже понимаю, что вы такое не будете употреблять, но мне хочется, чтобы вы знали, что такое есть в Ну да, удмуртском да, да, языке. да. Да. Насколько удмуртский язык действительно глагольно фокусированный, да, что вот глагольные конструкции, насколько в удмуртском распространены, и насколько у него структура была другая, да, то есть Да, насколько да, сейчас да. он уже... Логика работы Ну, начинает работать, когда начинаешь такие предложения строить. так, Кинулыджис Али, Алекс Лыджис, Надя. Ага, Матектыш, Пыткуарасы Скалыса, Андрей Петрович и Зимыш Сайкас. Матектыш, Матек это близко, да? Да, приближающиеся. Ага, приближающиеся, в общем, услышав приближающиеся звуки, а вот я сейчас, не смейтесь только. Так, в общем, Андрей Петрович ото сна проснулся, Да. услышав приближающиеся звуки ног или что? Да, да. Или Да, Шаги. шаги. Ага. Звуки ног – это шаги. Ну да, спасибо, я прошу. Не чавканье. Я сначала про себя перевела матыктыш пыт, типа под ногами какие-то звуки, там у него что-то под ногами. Да, так и есть. Мгм. Скрип снега. Ой, да, вот это уже абсолютно рабочее предложение. Да, то и есть Зимыш его- Сайкас, да, у нас всё И время вот когда-то Зимыш. по длительности, по составу его могут сказать, да. А вот луымтен, вот аджины луымтен, это литературная такая сформированная. Так, Надя Лыджис, Артем. Куащ лымы ямыщ, педлон поймыт Луис. Но из-за снежной погоды что-то там стало. Да, видите, тут тоже мышь они делают. Ну, мне кажется, что чаще бы здесь сказали куащ лымы ямен. Мгм. Да. Лымы ущемен. Мгм. Рос лымы ущемен. Да? То есть через эмен емен. Мгм. Я так по шрифту понимаю, что все это из учебника Кельмакова. Да, вот эти все предложения 10. Ну, интересно, да. То есть, Педлон, да, на улице на улице, а вот поймыт я. темно стало Ну, да. Ну, то есть из-за снежной... по причине снежной погоды. Мгм. И Беркуме- Наверное, наоборот. Наверное, вот поэтому там ямыч, то есть из-за того, что снег ушел, стало Не. темно на улице. из-за того, что пошел. Не дало смысл? Лымыям. То есть здесь можно было бы заменить лымыямен по причине снегопада. Но обычно, когда снегопад, так наоборот, светло становится. Не, Ну, не может, там нужно. солнце светило, тучи пришли, пошел снег, стало темно. Мгм. Ну ладно. Так, и Беркмет из предложения Ксюша. Лымыя мыш дугдыски, щурец вле потомы. Если остановится снег, то мы выйдем на дорогу. Да, вот это тоже абсолютно живое предложение. Умой, гуртеуш, да, мы с вами встречаемся 26-го, Арняу Сапу Мишкишком, через неделю встречаемся, а потом каникулы, и 16 января мы с вами встретимся. Ура. Вот, смотрите, вот кто-то это уже делал, да, здесь надо вместо точек поставить деепричастие, простые варианты. Монтон, Гоштет, Пуки. То есть я сидел вчера, пиша письмо, Гожьяса, да. Угу. Здесь тоже надо два предложения объединить в одно. Потом просто почитайте, послушайте песню «Монтодам Ваишко», Ашальчиоки, да, потому что здесь сплошные кум-кум, да, вот эти суффиксы деепричастия. Ну, употребляю. И будет у вас текст про лапшопедуня, возьмашкиш, небольшой текст, поэтому я вас призываю сначала поработать с текстом, а если до упражнения дойдут руки, время будет, то тогда и упражнение сделайте. Но текст первостепенный, хорошо? Потому что мы его будем на следующем уроке разбирать, То есть работать его перевести надо. Да, как мы и работали с текстами, то есть перевести, Хорошо.
Он длинный? Нет, он короче, то есть как Оксаны, одна короче часть Оксаны. Оксаны, да, короче Оксаны. Вот я вижу тут это. А финал Оксаны уже был. Одна я не знаю, да, финал? Да, Так, Надя, ну вот давайте пропустила. финал, как раз расскажите мне финал Удмуртчамин. Ксюша, Марвизотын. Расскажи-ка. Марвиз. Ксюша, Марвиз. Сейчас вспоминаю. Дам Ваську. Оксана. Онтонес келя мес бере. Мгм. Машина шоры пукшис. Машина е можно пукшис, машина. Машина е пукшис, но станция доры кошкис. Станция ищ со поездын. Поезден, чем, на чем, чем? Поезден кошкис Украина пала. Угу. Сопекджис. Конкретно Сопекджис. Сопекджис. Она сбежала, если быть точным. Сопекджис. Мгм. Со Акташин Шунды Берган Вузачкыса. Шима, можно сказать, Шимаез Вузаса. Шима Вузаса Коньдон Шурес Вуле Люкашкем. Люказ. Мгм. Нет, я хочу сказать, оказывается. Люкам. Люкам. Тогда на Люкам. люкам. Люкашкем — это если деньги собрались, а тут ты начала говорить, что Оксана собрала, оказывается. Мгм. Люкам. Люкам. Мгм. Собере Онтон. Онтон лыктыс гуртас. Мгм. Онтон лыктыс гуртас. Паймис Оксана Эвелшуса. Мгм. Вал выле пукшис, но ускакал, там было такое хорошее слово. Течаса Акташе, станция ено Акташе кошкис. Сейчас, это как зайчик бы вот так. Прыг-скок. Ну, шонтыны есть такой глагол, умчался можно. Вот шонтыны, может быть, ты имела в виду. Шонтыса кошкис. Шонтис, просто шонтис. Шонтис. Махнул. Ну, там Шонтис. были, да, там с грохотом, там. Оксана не нашел. Оксана Эсшетты. Эсшетты. Собере со Джожмыт Луис. Собере Онтон Джожмыт Луис. Нокин. Сое Нокин эз Аджилывал. Ага. Ушиз, да? Можно даже сказать. Пропал. Ушиз. Арнял на неделю. Арнялы ушиз. Арнялы ушиз. Собере почтальон. Гуртыш почтальон. Валас. Не валас. Тодис. Оксана Гоштет Кельтис. Гоштетсе Гельтис. Или Гоштет Келяз. И яки Украина. Украина иш Гоштет Келяз. Украина иш Гоштет Келяз. Гоштетас Вал. Гоштетас со Гоштис. Онтон Пототке Мондоры лыкты. Потеке Мондоры лыкты.
Ipoteke mondorlikti. Nos onton ezlikti. Malikeshono solen. Malikeshono solen. Анаезвань, но солен вордскем шаерен туш ярате. Вордскем шаерез. Зе. А аккузатив с лично притяжательным суффиксом. Вордскем шаерзе туш ярате. Таче джожмыт учир. Ожи. Таубаджи. Все, сакугурте уж валамон, то есть сначала работаем с текстом, потом, если будет желание и возможность, переключайтесь на упражнения. Наверное, я даже вам отправлю самопроверку, чтобы вы сами себя могли проверить. Тут еще внутри есть тоже упражнения, найти пару и так далее. Кто этого не делал, тоже можете сделать, потому что мы это делали уже на предыдущих занятиях, скажем так. Вот. Надя, вы меня поняли, что я говорила? Да, спасибо большое. Это не такой грустный, как про котенка, хотя бы все живы, ну подумаешь. Нет, там Антон умер на самом-то деле потом. Все мы умираем. Нет, он рано умер, он умер раньше срока, явно. Да, и прекратился, как там род Антонов? Выжизы бырис, бечей выжи бырис. Если у кого-то есть желание там, да, ну вдруг там экстра домашнее задание, написать эссе на тему «Какая плохая Оксана» или «Какой плохой Антон», то есть ваши впечатления от прочтения текста, ну вдруг вы хотите написать, что за фиговая удмуртская литература, все про деревню, про какие-то чувства, ну, как видите, я вам отправила, кто есть в переписке, комментарий в YouTube человек оставил, типа, что за хохлушка такая неправильная Оксана, обычно они везде привыкают, а тут она взяла и бросила Антона, что это за вообще непримерная такая девушка, ну вот. Если Я не согласна, я могу ответить ему. Вот, Надя, так что напиши текст на тему, как я считаю... Ее выбор. Да, правильно поступила Оксана или нет. В общем, если бы я была Оксана, как бы поступила я. В общем, если есть желание, напишите мне, я буду очень рада, проверю и отправлю вам. Вот, Таубаджим, Саку Арня Олсапу мешком. Тогда мы с вами через неделю встречаемся, и на следующем занятии не будет нудной грамматики, будем работать с текстом. Угу. Все, Таубаджим, Джечло, помешка тощ. Хороших выходных всем. Да, давайте, Ваня, текст. Ага. У меня после сегодняшних дней причастия вообще настроение пропало. Да вы что? Да. Восстанов. Такой тупой чувство, старый, бестолковый. Людмила, да вы что? Ну, всем тяжело эти идеи причастия. Это вот, это просто минутка была грамматическая, извините. Больше не будет такой грамматики. Ужас.